Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И по традиции начинаем с истории ТАССР. В этот день, 1 июня 1921 года, был переименован историко-филологический факультет Казанского университета. Он получил название факультета общественных наук. Как филологический просуществовал почти 60 лет и был упразднен. А в 1999 году в этот день стартовала большая международная конференция «Средневековая Казань». Тогда ученые пришли к единому мнению. Казань образовалась в переходе с X на XI век. Поэтому праздновать тысячелетие нужно в начале третьего тысячелетия. В 2005 году Казань масштабно отпраздновала юбилей. Это событие прошлого, сейчас о главном на сегодня. И главная тема этого дня – Всемирный день защиты детей. Все мы родом из детства, из детской мечты, беззаботной фантазии и неограниченных возможностей. Они еще маленькие, но у них большие амбиции. Наш телеканал объединяет самых талантливых детей Татарстана. И с каждым годом число наших маленьких сотрудников постоянно растет. Только среди ведущих канала Шаян ТВ 30 детей. Многие из них уже звездочки и могут дать фору взрослым. Вот и наши дети накануне праздника решили преподнести нам сюрприз и попробовали себя в роли телевизионных мам и пап. И вот как выглядит информационная картина этого дня. Все лучшее детям. У вас круче, чем в Артеке. Каким будет татарстанский филиал Артека, узнал Дмитрий Аренин. Весь мир детям. Им нужна забота, ласка, понимание. День защиты детей в режиме онлайн. Сегодня назад в страну детства вернулась Зарина Ахметова. Растения смогли вырасти, да ведь? Да. И мы что смогли получить? Ура! Морковку. В топе лучших детсадов страны. Чем отличился Пестричинский ПНП, узнала Файруза Мазитова. 130 мест незаконного складирования мусора обнаружили в Татарстане только в этом году. На мой взгляд, это просто было предпринято мерой исполкомом или же руководителем сельского поселения скрыть следы. Одну из свалок в Пестричинском районе увидел Сергей Хайдаров. Пожалуй, лучшая новость ко Дню защиты детей. В Татарстане откроется филиал оздоровительного центра «Артек». Того самого, который считался лучшим в СССР и куда хотели попасть детишки со всего мира. Соглашение с участием Рустама Минниханова подписали сегодня. Камский «Артек» создан на базе обновленного центра КАМа в Нижнекамском районе. Раньше у нас все удобства были на улице, холодная вода, личные туалеты. Перед тем, как новые удобства пробуют дети, взрослые во главе с Рустамом Миннихановым проверяют, все ли действительно комфортно. По сравнению с 70-ми, когда был построен центр КАМа, территория увеличилась в 3 раза. Для отдыхающих оборудовали спортплощадки, зоны отдыха на свежем воздухе и 4 спальных корпуса. Сегодня подписали соглашение. Центр в Татарстане станет одним из 6 филиалов международного детского центра «Артек» и будет называться «Камский Артек». Здесь воплотят новый подход в работе с детьми. Я один раз был в Артеке, поэтому пионером, но у вас круче, чем в Артеке. Когда я был, Артек хороший был, конечно, но вы круче. Центр будет работать круглогодично. Одновременно смогут заехать 168 человек. Одними из первых отдохнут дети медиков, которые сейчас борются с коронавирусом. В преддверии оказаться здесь, дети, с кем пообщались по видеосвязи, уже сочинили стихи. Появился свой Артек. Мы за классные условия. Позитива океан. Говорим тебе спасибо. Нас любимый Татарстан. Я была здесь ребенком. 2 смены я здесь была. Это было еще лет 10 назад, наверное.
Вот, я могу сказать, что, конечно, очень сильно лагерь изменился, абсолютно в лучшую сторону, вообще, неузнаваемый лагерь стал. Отдохнуть с комфортом можно будет не только на Каме. В этом году из бюджета республики на детский отдых выделено 1,5 миллиарда рублей. Более 200 тысяч татарстанских детей отправятся в различные лагеря и оздоровительные центры. Особенно тщательно будут следить за безопасностью. Безусловно, сегодняшний сезон требует от нас особого отношения к требованиям Роспотребнадзора. По программе «Лето детям» в этом году отремонтируют десятки лагерей, центров и подростковых клубов. Наши коллеги из других регионов, у которых нет своих летних оздоровительных баз, они уже интересуются, когда будут готовы наши лагеря, когда наши дети, так скажем, в полной степени будут обеспечены летним отдыхом, и в оставшиеся месяцы, недели они готовы присылать своих детей. Подготовительные работы в оздоровительных лагерях планируют завершить к середине июня, а открытие и заезд первых смен предварительно намечено на 1 июля. Дмитрий Оригин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамский район. Детство – это свет и радость. Эти строчки сегодня в инстаграме президента пропели малыши из разных уголков республики. Так Рустам Минниханов поздравил юных татарстанцев. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться дети и в мирном мире жить. С праздником всех жителей республики сегодня поздравила Гузель Удачина. Мне хочется выразить слова глубокой благодарности всем тем, кто посвятил себя работе с детьми, а также мамам и папам. Желаю вам мудрости, душевной энергии, успехов в воспитании, а юным татарстанцам ярких впечатлений и беззаботного детства, говорится в тексте. День защиты детей – один из самых древних международных праздников. Решение о его проведении было принято еще в 1925 году в Женеве. Традиционно он проходит очень весело, с песнями, конкурсами и гуляниями. Но в этом году праздник перешел в онлайн-формат. 12-часовой марафон сопровождал самых маленьких весь день. Какая она страна детства? Сегодня там оказалась и Зарина Ахметова. С этой песней малыши встретили первый день лета. И хоть за окном пасмурно, дома настоящий праздник. Онлайн-марафон сопровождал детей на протяжении 12 часов. Игры и песни, танцы и уроки фитнеса. Это лишь малая часть программы. Им нужна забота, ласка, понимание. Дети – это время, дети – это труд. О том, что такое дети и как вырастить самые прекрасные цветы жизни, рассказывают начинающие звездочки. Флешмоб они показали в соцсетях. Их движение подхватили и в онлайн-марафоне. Здесь школьники стихами признаются в любви к родному краю. Нарисовать пейзаж запросто. Нужны только краски, кисточки и немного терпения. Мастер-классы для всех тоже онлайн. Всего несколько минут и вуаля, картина готова. Наша работа с вами готова. Нам осталось только ее сфотографировать. Беседы не только развлекательные, но и познавательные. Что нужно знать детям о своих правах? На что должны обратить внимание родители? Ответы у уполномоченного по правам ребенка. Конечно, ребенок имеет право выражать собственное мнение, имеет право быть услышанным. Да? И родители мудрые, хорошие родители, они всегда будут слушать своего ребенка, прислушиваться, стараться гибко, возможно, подходить вот к каким-то возможным проблемам, вопросам, если в семье возникает. Подарить не только праздник, но и шанс на выздоровление. Весь онлайн-марафон – это благотворительный проект. Отправить пожертвования зрители могли во время трансляции. Их направят в фонд Анжелы Вавиловой. Собранные средства помогут в строительстве второго здания хосписа, где будут проходить лечение дети с онкологическими заболеваниями. И это только часть масштабного праздничного марафона, который завершится в 10 вечера. В режиме онлайн мультфильмы и беседы, выступления сотни артистов, спортсменов, блогеров и бизнесменов. Задать свои вопросы маленькие зрители смогут во время прямых включений с различных локаций. В программе все самое интересное. От разработки компьютерных игр до бьюти-индустрии. Зарина Ахметова, ТНВ, Татарстан.
С этого дня как раз к празднику семьям с детьми стали начислять так называемые путинские выплаты. Речь идет о детях от 3 до 16 лет. Каждому из них предусмотрена помощь в размере 10 тысяч рублей. Деньги получат более 435 тысяч детей Татарстана. Решение об отказе может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны. Получить все ответы на интересующие вопросы родители могут на сайте Пенсионного фонда. Сегодня в Минобре разъяснили новый порядок оплаты за детские сады. Уменьшена постоянная часть, которую родители платили, когда ребенок не посещал детский сад. Оплата по новой системе должна быть начислена с 12 мая. Если она уже произведена, то будет сделан перерасчет. В настоящее время все расчеты произведены и переданы в муниципалитеты. Руководителям исполнительных комитетов в муниципалитетах до 2 июня поручено принять соответствующие постановления. Они будут действовать уже с 12 мая и не будут иметь ограничения по срокам действия. Каждый второй ребенок в республике посещает кружки и секции, а 188 тысяч татарстанских детей увлечены спортом и творчеством. Для этого работают два крупных национальных проекта демографии и образования. За 10 лет в республике отремонтировали 379 детских садов и 819 школ. Построили 239 садиков и 62 школы. Уже к 2022 году появится больше 10 тысяч новых мест в детских садах и будут сданы еще 2 школы. И вот результат. Детский сад в глубинке Татарстана вошел в число 500 лучших образовательных учреждений страны. Пестриченский КНК и «Березка» стал лауреатом конкурса «Моя страна», благодаря чему в День защиты детей туда отправилась Файруза Мазитова. Да, чтобы земля была мягкой, да, ведь, чтобы растения смогли вырасти, да, ведь? И мы что смогли получить? Ура! Морковку! С детского сада они учатся всем тонкостям земледелия. Дети сами обработали землю, посеяли овощи, морковку, лук и свеклу. Не забыли и о цветах. Учим их труду в природе. Еще сажаем пшеницу, рожь с детьми. В зимнее время это они как огород на окне в группах рассматривают. Здесь дети, правда, с родителями, зимой делают кормушки для птиц, весной скворечники. За изучение природы и экологические проекты детский сад награжден медалью и дипломом. Он попал в рейтинг 500 лучших образовательных организаций страны. При отборе лучших комиссия большое внимание уделяла качеству обучения, новым технологиям, инновационным подходам. Они везде, даже на физкультуре. Каждое утро специальные упражнения на массажных ковриках. Раз, два, три, 4. Приятно, до слез приятно. Это результат сплоченной работы нашего коллектива. Мы очень долгое время работаем на экологическую тему и на тему здоровья и сбережения детей. Когда заявлялись на конкурс, учитывали все, в том числе и эту выставку. Каждая папка – отдельный проект. Здесь и времена года, здесь у нас и животные. Это сделано из старых коробок. Сначала дети эти коробки размочили, высушили, обработали и раскрасили. Из обычной бумаги сделаны герои детских сказок. Вот, к примеру, этого Бабая дети сделали с родителями. Теперь он персонаж целого кукольного театра. Здесь тренируются будущие футболисты. Спорт в приоритете. На конкурсе «Моя страна» стали лауреатами еще 5 образовательных учреждений по всей республике. Детский сад «Улыбка» в Бугульминском районе, Чебурашка в Альметьевске, Казанский дом творчества имени Абдуллы Алиша, 159-й лицей и Центр внешкольной работы Московского района города Казани. Файруза Мазитова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Новые планшеты для многодетных семей. В региональном отделении «Единой России» сегодня депутаты Госсовета передали 28 семьям с 5 детьми гаджеты. Родители-медики получили такие подарки в честь Дня защиты детей. Это удалось сделать за счет партийных взносов. Мы будем вспоминать этот день, благодарить всех организаторов за такой оказанный нам знак внимания. Спасибо, благодарим. Пульсоксиметры для больных коронавирусом и более сотни детских книжек. Такие подарки банк «Аверс» сегодня передал ДРКБ в честь Всемирного дня защиты детей.
Сказки, рассказы, приключения, более сотни детских книжек банк «Аверс» уже сегодня передаст ДРКБ. Отечественную и зарубежную литературу смогут читать дети от 5 до 14 с пользой, проводя время в больничных палатах. Все на средства самих сотрудников банка. Такие презенты маленьким пациентам банк «Аверс» дарит ежегодно в главный праздник всех детей. И каждому лично воздушное поздравление. Банк «Аверс» поздравляет вас с Днем защиты детей. Желаем вам здоровья. Это вам подарочек. Спасибо. Однако самым важным подарком больницы стало медоборудование. Уже средствами самого банка были закуплены пульсоксиметры. Специальные приборы показывают уровень насыщения крови кислородом у больных коронавирусом. Пульсоксиметры – это то оборудование, которое нам крайне сейчас необходимо с учетом мониторинга жизненно важных показателей у детишек. Хочу выразить огромную благодарность и руководству банка «Аверс», и всем его сотрудникам за то, что в такое непростое время они продолжают нас поддерживать. И такому сотрудничеству уже более 5 лет. Сотрудники банка не только передают подарки, но и активно участвуют в праздничных мероприятиях для маленьких пациентов в больнице. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Ярче, удобнее и гораздо функциональнее. Все обрадовались, конечно, этому. То, что пляж у нас так изменился, преобразился. О новой культуре отдыха казанцев расскажет Рамиль Галиулян. 130 мест незаконного складирования мусора обнаружили в Татарстане только в этом году. На мой взгляд, это просто было предпринято мерой исполкомом или же руководителем сельского поселения скрыть следы. Одну из свалок в Пестричинском районе увидел Сергей Хайдаров. Как идет благоустройство по программе «Наш двор», сегодня в Нижнекамске посмотрел Рустам Минниханов. Президент посетил двор в поселке Красный Ключ. На улице Центральной по итогам обсуждения с местными жителями будут проложены новые пешеходные дорожки, установлены скамейки, качели, тренажеры и светильники. Рустам Минниханов призвал строителей соблюдать все стандарты качества и пообщался с жителями. Я здесь родилась даже на Красном Ключе. Ну, я думаю, еще долго будем жить. Не знаю, сколько Бог даст. Будем просить. Хочется выразить вам огромную благодарность. Большое спасибо за такой подарок. Что здесь было? Заросли. А сейчас я вот со своих окон наблюдаю. Вижу горизонт, холмы. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнекамске капитально отремонтируют проспект Шинников. Ход работ сегодня оценил Рустам Минниханов. Здесь будет шестиполосное движение. Планируют 2 километра асфальта, обустроить тротуары, пешеходные переходы и велодорожки. На работу выделено 365 миллионов рублей. Насколько строители были мудрые, на всех путепроводах заложили трамвайные пути, были специально местные строители, это проектанты. Представители Татэнерго пообещали снизить тарифы для жителей Нижнекамска в 2021 году. За счет чего? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В выходные по казанским соцсетям разошелся пост об аварии патрульной машины с припаркованным автомобилем. По словам его владельца Виктории Кушаревой, после ДТП в ее организме нашли следы наркотических веществ, хотя девушка уверяет, что никогда их не употребляла. Интерес к истории подогревает и то, что до ДТП с полицейскими автоледи была их понятым. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Добрый вечер. Доброй ночи. Девушки, в качестве понятого хотели пригласить. С такого предложения началась встреча Виктории Кушаревой с инспекторами. По словам девушки, после оформления протокола их с сестрой поблагодарили и отпустили. Она успела сесть за руль, и тут же в ее автомобиль въехала патрульная машина. Только что на наших глазах сотрудники ударили машину. На место, как рассказывает автоледи, приехал другой экипаж и оформил ДТП. Затем девушку увезли на медосвидетельствование. Меня держали в кабинете около часа, а сотрудника ДПС минут 10-15. Мне дали пластмассовую тару для анализов, которая была не в полиэтиленовой упаковке. По результатам анализа у меня выявили, будто я употребляла марихуану. Дальше автолюбительница отрицает результат анализа и отмечает, что домашний экспресс-тест показал отрицательное значение. Уже сегодня стало известно, что и повторный тест в лаборатории подтвердил невиновность девушки. В МВД нам прокомментировали эту историю. По данному факту в МВД по Республике Татарстан в отношении сотрудника проводится служебная проверка. В случае установления его вины он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством,
а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Свою проверку уже начала и прокуратура. Глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков поручил прокурору Казани детально разобраться в ситуации и в случае выявления нарушений законодательства привлечь виновных к ответственности. Мы будем следить за этой историей. Слават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. В Пестриченском районе в селе Кощаково обнаружили незаконную мусорную свалку площадью в 500 квадратных метров прямо на вершине холма. Она, по словам специалистов, может нанести серьезный урон экологии. И таких по республике 130. Сергей Хайдаров задался вопросом, что делать. Здесь твердые бытовые отходы, можно наблюдать резину, стеклянные бутылки. Чего здесь только нет. Покрышки, обрубленные деревья, стройматериалы и полные пакеты бытового мусора. Когда-то красивая гора, что радовала глаз местных жителей, теперь в экологической беде. Специалисты Россельхознадзора все фотографируют, подсчитывают ущерб и будут искать виновных. Даже по вот то, что я здесь вижу, да, это однозначно будет штрафная санкция от 400 тысяч до 700 тысяч будет налагаться штраф на нарушителя. На этой свалке явно кто-то пытался заметать следы, считают представители Россельхознадзора. И действительно, мы приехали сюда и увидели следы от ковшей и спецтехники, которая, судя по всему, скидывала весь мусор прямо вот в этот глубокий овраг. И это может иметь очень негативные экологические последствия, по словам специалистов, потому что грязная вода будет стекать вон в то озеро, в котором купаются местные жители. На мой взгляд, это просто было предпринято меры исполкомом или же руководителем сельского поселения скрыть следы, и зарыть все это под землю. Скрыть мусорку, как видно, не получилось. Ее красоты заметны издалека. Мы приехали в исполком Кощаковского сельского поселения, и здесь двери закрыли, что называется, прямо перед нашим носом. Как только приехала наша машина, как видите, дверь действительно закрыта, попасть внутрь мы не можем. Это несмотря на то, что время не обеденное. Мы попытались позвонить по номеру исполкома, указанному на сайте, но поговорить также не удалось. Понятно. Затем местные жители нам охотно рассказали про кощаковскую достопримечательность за Пашком. Твердые бытовые отходы вот туда валят, потому что, наверное, некуда. Люди не знают, куда и девать этот мусор. Люди так относятся к месту, где живут. То есть это сами люди, по-вашему? Да нет же, машины, эти КАМАЗы везут, я не знаю откуда. А где стройка идет, куда они девают? Что они, думаете, за деньги сдают? Кто организовал в Кощаково мусорку, теперь будет разбираться Россельхознадзор. Всего только в этом году ведомство выявило 130 таких незаконных свалок. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Пестричинский район. Сегодня в Татарстане подтверждено 50 новых случаев коронавируса. Один завозной, все остальные контактные. Большинство это жители Казани и Челнов. 19 человек госпитализированы, 31 лечатся на дому. Тем самым всего в республике зарегистрировано 3244 заболевших. В России эта цифра превысила 415 тысяч человек. Ежесуточный прирост чуть более 9 тысяч человек. Сегодня и сотрудники нашего телеканала сдали тест на коронавирус. Во время режима самоизоляции мы продолжали работать бесперебойно, что называется, на полях. Снимая и показывая, как других проверяют на ковид, как проходят лечение пациенты и какая в целом жизнь в республике. При этом все эти 2 месяца мы работали, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора. Насколько удачно, тест покажет. Все начинается с анкеты. Главное – фамилия, имя и номер телефона. Дальше на сдачу теста. Правда, допускаются не все. Важно за 2 часа до анализа не пить, не есть, и у пациента не должно быть признаков ОРВИ. Говорят, что это что-то, какая-то неприятная процедура, засовывают в нос, в рот. Но мне много раз что-то подобное проверяли, так что особой боязни нет. Честно, вообще хотелось уже сдать, даже самой хотелось сдать. И то, что вообще организация подумала об этом, то, что нас вот так всех собрали, и мы сдаем, это здорово. Мухаммадуллин. Здравствуйте. Сейчас мы тоже сдадим тест на ковид. Процедура, кажется, несложная. Все должно пройти примерно за 30 секунд. Анализ берется изо рта и из носа. Я готов. Процедура не болезненная. После нее все биоматериалы помещают в специальную емкость и отправляют в лабораторию. Мы прошли курс переподготовки, как раз ПЦР COVID-19, забор COVID-19. Мы собираем клетки эпителия с ротоглотки и носа. И даже во время теста все должны быть в масках и перчатках. За последние 2 месяца журналисты к ним привыкли. Для нас это совершенно новый опыт. И
В нем мы очень так активно, креативно двигались. В течение 2 месяцев мы работали по бригадному подряду. Я думаю, зритель этого не почувствовал, что мы работаем маленькими командами. Вот. И надеемся, что скоро это закончится, и мы сможем снять маски. Работа бесперебойная, а потому меры безопасности были усилены. Постоянная защита, дезинфекции и сменный график не позволили инфекции пройти за порог телеканала. Было принято решение вести проверку наших сотрудников, которые работают на передовой, которые работают постоянно, значит, на выездах, на съемках, для того, чтобы обезопасить, в принципе, прежде всего самих сотрудников и наш коллектив от возможного, значит, ухудшения эпидемиологической ситуации в нашем предприятии. Результаты тестов мы узнаем уже через 2 дня. Салават Нухмадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Мы все верим, скоро все закончится, и мы сможем свободно гулять там, где нам хочется. Ведь за это время в городе появилось немало благоустроенных мест отдыха. Некоторые из них не узнают даже жители ближайших районов. Одно из таких — озеро Комсомольское в Дербышках. Очень обрадовались. Гулять теперь здесь можно часами, говорит Лиана Чередилина. Живет в 2 шагах от Комсомольского. Выходит поиграть с дочкой каждый день. Совсем недавно их любимый парк преобразился. Здесь можно и уточек покормить. Дети достаточно любят здесь гулять. Скоро будем переезжать отсюда. И, можно сказать, мы расстроились. Исследовали не только само озеро, но и все Дербышки в целом. Несколько месяцев жители Дербышек следили за тем, как старый парк превращается в главную достопримечательность района. Во время работы учли и их пожелания. По словам авторов проекта, за год здесь преобразилось все. Проложили дорожки, поставили лавки и туалеты, душевые и раздевалки, возвели детскую площадку. Озеро Комсомольское – одно из популярных мест купания у казанцев. Во время благоустройства по просьбе жителей воду здесь полностью очистили, а берег превратился в песчаный пляж с удобными лежаками. Почистили дно, почистили воду. Утки остались, но в меньшем количестве гораздо. Теперь вода пригодна для плавания. Парк приспособили и для занятий спортом. Для уличных тренировок здесь турники и брусья. Зона навеса, пляжи, то есть это все минимальные требования. Плюс эта территория серьезно связана пешеходными потоками с лесной частью, там, где лес, Сабантуй. Удобно, светло и безопасно здесь будет даже ночью. В парке установили десятки фонарей и современную систему видеонаблюдения. А за порядком на воде будут следить из спасательного поста. Подготовили оборудование для необходимого спасения людей. Круги, конец Александрова, лодка, жилеты. По словам казанцев, обновленный сквер превзошел самые смелые ожидания. Мы приехали с Айзена. Да, погулять специально сюда. Замечательно стало. Слава богу, что мы дожили до этих времен. Войти в воду можно будет с официальным открытием купального сезона. Как говорят местные жители, Комсомольская теперь станет центром притяжения для всего города. В этом году в Казани преобразятся 6 общественных пространств. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Я офтальмохирург клиники «Эксклюзив Плюс» Рустем Тальдаев. Уже 20 лет я помогаю людям избавиться от катаракт. Офтальмология «Эксклюзив Плюс». 279 70 70. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут по счетам до 9,9% годовых. Можно все проценты сразу. 550 82. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости».
Долгожданное лето пришло в Татарстан не совсем таким, каким его ожидали. А виной тому холодный и дождливый циклон. Об этом поговорим в ближайшие несколько минут. Здравствуйте, в студии София Егорова. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево будет облачно, пройдут дожди, станет чуть теплее, плюс 17-18 градусов днем. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге такая же ситуация. Облачно, ожидается дожди и плюс 16. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше температура начнет повышаться. Будет пасмурно и без осадков. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно. Вероятность осадков минимальна, плюс 15. Станет немного теплее в Болгаре, Дрожжином и Буинске, до плюс 16. Будет облачно, не обойдется без дождей. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидаются кратковременные дожди, днем до плюс 18. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. В Казани ожидается облачная погода. Ночью около 9 тепла, а днем до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.